Буррыт. Эфирен «Вести кудым карнима» информационная программа. Студиян Людмила Дмитриева. Метод стампяна с юрризом, каднан олоко миокруг. Бюджет талон выпуском. Юсинский район чинаса шершколез. Катаны шамаданы вилотны джир агмысат классыч. Лойсы вермещизан, как номер школы велочище свайсы перемещ буркожин. Этнокультурный центр чуладиса Ленлищ Вежалун. Юсинский район Крахалевской да Архангельской школы моданы поднавны уджиджи классыз. Вильвешем место ждатаны кычелядес сыджай маммезыз. Пашкыджика это елыш вишташас Дмитрий Буланов. Весть о реорганизации Крахалевской средней школы в основную принесли чиновники администрации Юсинского района, а позже выяснилось, что дальнейшей судьбой старшеклассников никто, кроме их родителей, заниматься не будет. Просто надо нашему начальству районному сначала думать, а потом делать. Да. Помимо ребят из Крахалева в 10 и 11 классы ходят и жители 9 близлежащих деревень. Они уже сегодня ежедневно отмахивают по 7 километров, а с будущего года придется в 3 раза больше. Получается, что если дети захотят продолжить обучение в 10 и 11 классе, родителям придется их возить в соседнее село. До поселка Юсево около 30 километров. По гравийной дороге, если не развезет от дождей, это расстояние можно преодолеть примерно за час. Из-за дороги у меня не будет оставаться времени, чтобы учить уроки. Скорее всего, во вторую смену, и приезжать я буду домой поздно и буду сильно уставать. Родители ждать изменений не собираются. Уже написали заявление в прокуратуру, а также обратились к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Павлу Микову. Пока результата нет. Юсинские власти вообще на контакт с родителями не идут. Мы пытались попасть на прием. При мне родители звонили главе района. Нам сказали, мы перезвоним. И от начальника управления образования района мы тоже внятного ответа не получили. По запросу «Вестей» ситуацию прокомментировали в Краевом министерстве образования. В настоящее время в Крахалевской средней школе обучается 107 учеников. 28 учащихся 10-11 классов обязательно закончат обучение. По информации администрации Юсинского района, учредителя школы, вопрос о реорганизации будет рассматриваться не ранее, чем с 2019 года, когда число старшеклассников значительно уменьшится. Мнение жителей сельского поселения по реорганизации в обязательном порядке будет учтено местными властями. Никаких нормативно-правовых актов по реорганизации школы в Крахалево сейчас нет. А вот юсинские чиновники заявляют, что все-таки уже в следующем году в 10 класс набирать не будут сразу в 2 школах – Крахалевской и Архангельской. Более того, родителям детей возить придется за свой счет или искать жилье. Если у нас учреждение реорганизуется, то родители решают для себя проблему дальнейшего устройства ребенка и выбора его образовательной траектории. Будет это учреждение профессионального образования, либо средняя школа, и тогда уже, соответственно, выбор остается за учеником и его родителями. То есть за свои деньги. Будет и ездить, и жить. Да. Теперь, когда стало ясно, что краевые и муниципальные власти расходятся в видении дальнейшей судьбы Крахалевской школы, родители настоящих и будущих старшеклассников с надеждой ждут разбирательств. И в любом случае полны решимости отстаивать свою школу до победного конца. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Колем шачичан лунда за беремен чулалыс «Расскажу про Россию» нема краевая вермашем. Округ представителя Куим Чукар. Николасич Этик, Петис Вермишан. Что тебе снится, крейсер «Аврора», часто до утра встает для него. «Расскажу про Россию» нема вермашем конкурс, когда выльитам Великой Октябрьской революции лан 100-годчий юбилейкат. Сывыла акшилыса краищ, когда скык команда. Патриотическая направленность, она приоритетна в нашей школе, и поэтому мы стараемся участвовать в любых предложенных конкурсах этой направленности. И в том числе увидели такое очень интересное положение, почувствовали, что это наше положение, наш конкурс. Чулалан вермашемлан Шармоган Лоис Аджин челять куласищ талантес, патриотической членки виз зоротем, асыджата цетнетом отерас историякат. Которые конкурсы ставят, они очень помогают все знать, помнить, что было до нас, как это все проходило, всю эту историю. Конкурс кежелаша чем мунис не этиклун. Зоротиса челять лишь и вокал, и драматургия анкужеммез. Валы барьем питкатам тема шерти шиланкыв.
На конкурсе были представлены различные песни, которые сложились в такую картинку своеобразную о той эпохе. И были номера, например, как «Яблочко», которые залихватские, вот такие удалые матроски. Были песни, которые отражали трагичность событий. Мы выбрали для своего выступления песню «Аврора» автора Шаинского. Нам показалась она наиболее подходящая для драматургического раскрытия этих событий. Шыланкы исполнитесь Анна Наумова. Нулочка керисета шылымшень да кужемын. Эта песня повествует о крейсере, военном крейсере, который дал залп о начале революции. Сцена вылын бычым выступлениела еще в веке жюри сыджи виджатыще спонда. На этом фестивале мы заработали 2 награды: приз зрительских симпатий и награду за 1 место. Школа из творческой челядь выступает на унабытку двермашембезен. Пондаса нуотные это черты уч и оджлань. Людмила Дмитриева, Алексей Быков, Вести Кудымкар. И наша Чечан Лунда закоми Пермяцкий этнокультурный центр велищ актис округич до краищ олыщезас Лёндан Вежалун выла. Лёндыш Вежалуну, что сохранение музыкального фольклора компермяцкого народа Нимага Грасапызан, этнокультурный центр Пондыча Гажа концерт, Пермский краиш самодеятельный фольклорный коллектив да ансамбль лезлан участиен. Челядь и взрослая еспонда творческой чука различать событием концертный номер из гажет мероприятий лишь участники из компермяцкой и рочкой вылнчиламен, льняный сарафанный яктамен. Лён Вежалун Луна фестиваль лишь гащезас. Приветствуйтесь, округлан министр. Очень важно, что эти праздники основываются на материальной культуре наших предков, и мы через них передаем молодым поколениям знания, умения, навыки по возделыванию льна. Зорытны лён катитам традиция из этноцентра Пондыч санёль годен отжиг. Сек чулалась быдмасла кожнала медоджа учат Вежалун. Но кычам ыджит значению сия аспочка свиджис сек и ваш када. Я вот приехала сюда в 66-м году с Севинского района. И лен тогда еще производился, и был льнозавод, а теперь как бы ничего нет. Я работала в потребкооперации, у нас в продаже были льняные простыни, льняные пододеяльники. Они очень пользовались спросом. Особенно в Пермь поедем на ярмарку, там вообще на расхват все расхватывали. Этнокультурный центр мычали сабыдас майтуя керны лёныш. Мастерица эсколазын кинескужена кыйны печканы уджарный станок вылында кыртавны кольтаес. Пондычс льняной триатлон. Чтобы правильно керны, например, вершки к вершкам, корешки к корешкам. И аккуратная керны. Керны не посередке, а на 3/4 бы вот это кытя петля сальса дома научился. Высниташ и кызаш, пашкыташ, ыджиташ и не один. Быт кодеш шогмиса кольтаес и никаезлан. Все медркаджилы, а чем меня коррекции керды. Медркаджилы кучкерис мама. Но это дюгом валидёно секула, чтобы все басака койлись, басака чтобы койлись, все больше штан, только больше штан и быстренько керишь штан и все. А если все будет с дюгом? Да, все чтобы были свежие, были чтобы обработанные. Мадикке с печки солен триатлон вылын и уджали сосиджа бою када кадвила. Шижем минута шетиса конкурсантка изла и виджетиса кыч шог маскерны печкан вылын сия мы уна из некары испондывла. Урунускат это шекурчик это печкнуто, потому что кудели с один умолик. А мы лишь первый раз куя эти печкада. Первый раз да шог масок, маса состатка-то картавыши. Эстан этлан же уджали со станоккез. Маскер из виджетиса кинкуша гырджина лен шертищ. Мы сейчас ткем полотно. Я стараюсь сделать правильно, но как получается, конечно, я не знаю. Оценит потом Галина Алексеевна. Это нехитрый учи наш сопешлись и Нина Николаевна. Сия триатлон вылын ештис быдла. Меня мама всю жизнь это половица кыс. Ну, насколько помню, детство, я утром 4 часа просыпаешься, меня уже это там станок шумит, и меня мама на 1000 метров кыс. Вот уж мы глянитчес экшен месла дакета виджет на кыч медо джаджарне выланеман неприметный туруныш пета сында берщалс. Вермашем коста уна извелалися вельку жеммеза. Конкурсная программа участники зла кожналися сертификат тез. Тория приза щетиса только вермищезла.
Второй год мы проводим льняной триатлон. Это состязание ткачей, ряв и вязальщиц снопов. Изюминка этого года также это крошение льна. Насыщенная концертная программа, огромное количество номеров, которые посвящены льну и вообще именно этой культуре. Льон вежалунлан пашкет программа приса быткоть мастер-классез. Велатиса керн льонлан быткоть торрезич аппликациез. Алешетны оберегез и объемный паноез. Уджавну орчен мастер Иван Конюков кат глинан и кужны аскотя маскеритны глиняной дозез. Проводятся всякие мастер-классы, и я думаю, это очень познавательно для детей. Они учатся развивать свои творческие способности. Нам очень понравилось. Вот сделали такую замечательную картину. Татанжа мечетиса дырает да набойный тесс оцетен кериса нывылын шерез. Первую мастер-класс вылалоктис мастерская штампов. Ачис мастер мычалис кычпувылын кериса латунный печатающий элементез. Набойку можно использовать и на льняной ткани, так и на искусственных тканях синтетических. Но набойка, она тем хороша, что она лежит, то есть именно на льне, на хлопке. Вот, то, что не стрейч, то, что не тянется, и краска, она лучше и дольше на ткани удерживается. Ашема мастер-классы злоиса вежалунан тетчана торан. Мчалиса быдыс мы баря годы завали, исследуй там да тедам лен елищ. Не летишь лен вежалун нима мероприятия. Из Пермской край 300 шоу наших участников. И помаши сия велищ гора нада гажена. Ошлом пестуня нима чилять понда спектаклен. Надежда Алексей Мусатов везлан концертан. Околица нима ансамблен выступлением. Ирина Батуева, Алексей Быков, Вести, Кудымкар. Лёныш пашкам йона радейтаны отир и аньякада. Этся кокнит басак и сышань долут вывтырла. Лёныш пашкам Вера Миханошна пондатис вурныша школа анвилатчика. Медуч ас пондашис дамат ишо тир понда. Куим гоча дыржик нися вура быданыс понда киновьяны бы Лёнове пашкам. И сетшемес один уна. Вура кач традиционный сыджи аньякача пашкам. Одежду шьем мы современную, и традиционную тоже реконструкцию делаем, и современную шьем. Но для пошива используем ткани, которые реконструированы со старинных образцов. То есть это пестреди, это ткани с ручной набойкой. Именно для набойки мы заказываем специальные набойные доски, нам их вырезают, и мы потом уже вручную, немного более современной технологии, то есть у нас верховая больше пока набойка, мы делаем ткани, которые очень похожи на старинные ткани. Ашема пашкам кадвера тацетис не унаотирас. Талом лошадче выступлению кеша, когда Коста представит ас виджет исчезла виль коллекция. Краса пармы конкурс кеша вурамашни виль торрез. Лузан называется. То есть вот он раньше такой коротенький был, и вообще-то это был мужской как фартук, да, охотники носили, и вот он лузан назывался. Но вот мы взяли форму, там потому что очень интересная, практичная форма. Видите, просто два полотнища, посередине дырка и веревочки. И с брюками, и с джинсами очень смотрится хорошо. То есть получается такая вот форма жилета современного. Кужички заморт кра традиционный вашкат деша пашкам, когда щеломви и талунча том езла. В мастерской быт тор вермас бучем счетны кать кычем гардероб. Людмила Дмитриева, Алексей Быков, Вести Кудымкар. И это был Будес Юррес, Вилич Пантачам Ашинасов нас. Аддишлутадж.